Дорогие друзья, доброе утро. Снова мы в телевизоре. Радиошоу «Соседи» продолжает свою работу. И сегодня у нас в гостях целых два замечательных гостя. Это Александр Петрович Громадской, арбитражный управляющий, и банкир Василий Васильевич Тимофеев, представляет ПАО «Публичное акционерное общество Росбанк», заместитель начальника Якутского дальневосточного офиса. Правильно я говорю? Угу. Здравствуйте. Директора. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы сегодня будем обсуждать очень важную инициативу, которая вступила в силу с 1 октября этого года. Это закон о банкротстве граждан. То есть этот закон касается каждого из нас, если мы вдруг финансово как-то окажемся несостоятельными. В общем, о плюсах и минусах этого закона мы поговорим в ближайшие полчаса. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе 32 11 66 32 00 66. Как работает этот закон? Его плюсы, его минусы сегодня и вот в данную минуту. Ну, может быть, управляющий юрист, вот вы, арбитражный управляющий, может быть, вы расскажете, потому что у вас есть опыт, когда вы работали именно с предприятиями, которые стали банкротами. Ведь таких вот много было дел. Да, с введением этого закона... Чуть поближе, можно, микрофоны. С введением этого, вступлением в силу этого закона у граждан, у наших должников появилась возможность каким-то образом... Поправить свои дела финансовые. Да, поправить свои финансовые дела. От какой суммы там мы пляшем? 500, полмиллиона, да? В законе говорится? Да. Сумма начинается от 500 тысяч, и при условии, если есть... Вот к нам звонят, да? Хорошо, люди, видимо, все очень информированы про этот закон, и он вызвал очень большой резонанс. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Там рыдание или что там? Так, хорошо. Друзья дорогие, давайте, знаете, что еще выясним? Дело в том, что вот этот закон, когда вступил по всей стране, наша чета якутская из Республики Саха-Якутия первыми подали заявление в арбитражный суд о признании их банкротами. То есть, чтобы им, присвоили статус банкротов, да? Вот. И прошел, в общем-то, такой небольшой срок, но все-таки неделя. И сейчас давайте мы узнаем в арбитражном суде, сколько уже заявлений поступило. Сейчас мы свяжемся с пресс-службой арбитражного суда Вероникой Угловской. Она на связи, да? Алло, здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Юлия. Скажите, пожалуйста, как много заявлений поступило уже вот на этот час, скажем так, к вам? На сегодняшний день в арбитражном суде зарегистрировано 4 заявления. Только 4? Должникам-банкротам, да, 4. Все они поступили от граждан. Угу. Скажите, пожалуйста, Вероника, вот пока 4, это неделя, да, люди у нас, видите, может, менталитет у нас такой, да, пока мы раскачаемся, но потом, если мы раскачались, тогда держитесь. Скажите, как вы, ваша перспектива, говорят вообще на российском уровне, что суды арбитражные, они будут завалены делами такого рода. Как вы, что ожидаете? И хватит мы ли... прогнозы пока не делаем, Юлия, но наши судьи в целом готов принятию и рассмотрению всех поступающих заявлений. Скажите, а хватит ли кадров? У нас сколько судей, Наши судьи имеют опыт рассмотрения подобного рода о банкротстве, и планируется также постоянное повышение квалификации именно по закону о банкротстве граждан. И мы ждем также разъяснений Верховного суда России. Закона. Вероника, скажите, а первое заявление, оно поступило ведь, да, от этой четы, которая, в общем-то... Да, оно было зарегистрировано, но вопрос о принятии заявления решается судом в течение 5 рабочих дней в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством. Поэтому ждем судебного акта либо сегодня вечером, либо он выгрузится в картотеку арбитражных дел завтра. Вы сможете это увидеть на сайте суда в картотеке арбитражных дел. То есть буквально каждый может зайти, посмотреть, это все в открытом доступе? Да, открытая информация, да. Угу. Вероника, большое огромное спасибо. Друзья... Спасибо вам. Скажите, как вы думаете, может ли этот закон помочь лично каждому из вас, если вдруг у вас возникли какие-то серьезные финансовые трудности, затруднения? 32 11 66, 32 00 66. Может быть, вы хотите воспользоваться этим законом? Как можно с наименьшей, как говорится, потерей для себя, своего лица, своего, скажем так, главное, финансов, да, как-то устоять твердо, как говорится, не потерять землю под ногами?
Александр Петрович, очень коротко, давайте мы немножко вот про этот закон, о сути закона. Ну, во-первых, надо сказать, что это как бы для должника не является прощением всех долгов, как иногда, может быть, некоторые думают, что вот обратились, значит, в арбитражный суд с заявлением о признании банкротов, и на этом, значит, все проблемы исчезли. Нет, это таковым не является. Но, можно сказать, это является таким вот выходом из создавшейся ситуации, как бы запасным выходом для человека. То есть появилась в связи с этим какая-то надежда. Ну, в чем это все заключается? Во-первых... То есть не удариться в бега, да, как обычно бывает? Конечно. Значит, обратившись с соответствующим заявлением в суд, значит, надо собрать необходимые все документы, и в дальнейшем при разбирательстве это дело, чтобы суд видел, что человек... Вы действительно несостоятельны. Да, что он несостоятельный, что, значит, что он искренне желает погасить свои долги, но в силу жизненных обстоятельств не может этого сделать. Вот. Но для этого надо правильно составить заявление. Заявление очень обширное, на 3 листах аж. Вот, кстати, здесь я захватил с собой образцы, хотя примерно, значит, желающие могут посмотреть, что это из себя представляет. Значит, вполне как серьезный документ, вот в данном случае на 3 листах, вернее, на 3 страницах, где все должно быть тщательно расписано, значит, кто ты, что. И кроме этого, когда все это будет, как положено, заявление изложено, приложить к этому заявлению необходимые документы. Целый пакет документов. Да, ну вот я позволю себе взять, и, чтобы не быть голосом, зачитаю. Вот в данном случае их тут в образце 15. Ну, это копия паспорта, там, да, это вот понятно. документ, подтверждающий, значит, направление копии заявления кредиторам и иным лицам в соответствии с законодательством. Всем кредиторам, независимо от того, сколько их, пускай будет больше, хоть 100, каждому документ. Если я задолжала тете Нине, там написала расписку, это тоже будет кредитор? Да, значит, в долги, которые имеет должник, они могут быть и по распискам, и по кредитным картам, вот по тем, которые банк, почти все банки смело предлагают: возьмите в течение 5 минут, и будет у вас карта. Вот. Значит, долги все, в том числе по распискам, как мы уже сказали. Ну и по... Карта овердрафт тоже, да? Все долги, которые имеют какое-то под собой документальное подтверждение. Значит, все это собирается, прикладывается. Затем копия паспорта должника, документ об оплате госпошлины, кредитные договоры, какие имеются, а некоторые имеют по нескольку их и в нескольких банках. Некоторые даже и не помнят общую сумму своего долга. И даже некоторые на данный момент утеряли эти договоры свои. Это все надо восстановить. Ну, то есть вот эту амнезию как-то ликвидировать, да? Здесь помню, там не помню. Да, все это собирается, значит, по запросам и так далее. Решения суда, если они таковые уже были. Вот. Исполнительные листы. Ну, естественно, если было решение суда, то исполнительные, значит, связанные с Федеральной службой судебных приставов. Затем список кредиторов, значит, с расшифровкой задолженности и указанием адресов кредиторов. Всех переписываем, всех указываем. Список должников. Значит, то же самое. Затем опись имущества, какая есть. Недвижимость или что-то все имущество, которое зарегистрировано на этом должнике. Справка из налогового... Транспортные средства тоже? Все имущество, какое есть, какое официально зарегистрировано. Яхты, замки и прочее? Все. Затем справка из налогового органа, подтверждающего отсутствие статуса индивидуального предпринимателя. Копии документов, подтверждающих право собственности граждан на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина. Ну, это если есть при наличии. Понятно. Вот. Затем справка 2 НДФЛ за последние 3 года. Копия страхового свидетельства об обязательном пенсионного страхования. Справка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из ПФР. Ну, может быть, если
возникнет необходимость по ходу дела, может быть, и другие какие-то понадобятся. И вот при наличии вот этого заявления, документов. Да, вот этих документов, которые необходимо приложить к заявлению, все это подается, значит, в арбитражный суд по месту нахождения должника. И в течение 5 дней, ну, и как мы уже слышали, вот, суд принимает какое-то решение. Вот. То ли оставить, значит, это заявление без движения, какие-то, может быть, он выявит недостающие документы, значит, попросит такой-то срок их устранить. Вот может быть так. Но, во всяком случае, документы эти необходимо в обязательном порядке приложить к заявлению. Хорошо, скажите, а вот как долго решается вот этот вопрос, ну и потом как это все будет решаться? Либо это будет назначена реструктуризация долга судьей, либо это будет списание долга уже и объявление человека банкротом. Да, вот я не сказал, значит, в этом же заявлении необходимо написать, значит, ну, просьбу о признании, значит, его себя банкротом и, значит, назначить финансового управляющего, который будет заниматься вот всем этим делом должника, искать имущество. В общем, все, что связано с этим заявлением по этому делу, будет заниматься финансовый управляющий. Если, ну да, это в том случае, когда должник пишет заявление и просит назначить финансового управляющего. Вот тут нюанс. Если должник не пишет заявление, а вот что-то ждет, вот, ну, то есть тянет какое-то время, могут подобное заявление, значит, о признании его банкротом написать кредиторы. В том случае они уже сами будут просить суд назначить, ну, скажем, своего финансового управляющего. Вот. Кредитор – это может быть банк, да? Банк, да, все кредиторы. Да, ну, значит, в том случае, когда уже имеется решение суда, значит, были какие-то заявления этого кредитора, значит, в суд, есть решение и так далее. И вот они после этого подают заявление о признании его должником. Ну, в этом случае финансовый управляющий будет со стороны кредитора. Ну, тут как вот нюанс какой. С одной стороны, финансовый управляющий кредитора, с другой стороны, финансовый управляющий должника, как бы свой. Ну, скажем, если должник просит назначить финансового управляющего, которого он хочет, это значит, что он как-то доверяет, он его знает. Ну, то есть, будем говорить, своего. Если за него решили все, то это финансовый управляющий своего, немножко, как бы, да. Вот. Другое дело, когда финансовый управляющий будет со стороны, как бы чужой. Назначенный. Да, назначенный. Поэтому тут есть нюанс в том, что, ну, я бы посоветовал иметь своего финансового управляющего. Да, это уже детали, как бы, как лучше сделать, да? Да. Вот. А все-таки это хороший закон, да, или как? Ну, мы сказали, да, что он хороший, потому что все-таки позволяет человеку как-то все-таки выйти из этой долговой какой-то ямы, как-то вот этой ловушки, да, финансовой. Скажите, а почему банки вот допускают такие вещи, когда, видимо, это происходит от того, что жадность банков или как, вот высокие проценты, и потом плохо проверяются эти люди, как бы состоятельно они оплачивать, нести это бремя, ну, долговое или как? Ну, тут я характеризую как бы... Василий Васильевич Тимофеев, например. Да, с точки зрения вот риск и вот, скажем так, банковское вот кредитование, ну, все-таки отличается, там есть разные категории банков, там есть микрофинансовые организации, которые там под бешеные проценты выдают кредиты, есть такие вот крупные банки, которые вот работают только с надежными клиентами, ну, уже ставка ниже получается, да, есть такая средняя категория банков, которые тоже с высокой ставкой. В любом случае человек должен сам определить, где он берет. Но банк это все-таки это бизнес, и, да. Конечно же, это нацелен на, как бы сказать, на прибыль. Да. Ну, с другой стороны, я вот сейчас хотел бы сказать, что, ну, учитывая, что кризис, там банки сейчас неактивно кредитуют. Андеррайтинг сложнее там. Не, ну кризис же когда-то закончится ведь. Ну, закончится, надеюсь. но все равно вот как бы система андеррайтинга, которая есть в крупных банках, да, ну, топ-10, скажем, да, она как бы определяет, ну, не всем раздают. Раздают только там финансово устойчивым как бы компаниям или же людям, физлицам, которые имеют постоянный доход. Вот смотрите, доход. вот этот закон, да, он вступил уже 1 октября. Скажите, в вашей вот банковской среде он как-то вызовет, ну, как бы сказать, более ужесточенный какой-то вот, ну, может быть, время будет подольше на проверку вообще всей подноготной, как говорится, человека финансовой там и так далее? Сейчас уже такая система уже работает во всех банках.
Сейчас уже проверяется вплоть до... То есть достаточно сложно взять кредит. Да, кредит, и система уже довольно-таки выстроена хорошая, да, скажем так. То есть нет смысла ее больше делать более такой вот... Ну, смысла я тоже не вижу, потому что трудной. сейчас получается проблема только в тех населения, которые уже имеют кредиты. Да, которые имеют, и которые не могут управлять этими. Не могут управлять этими долгами. Ну, этот процент не очень такой большой, скажем так, вот реальная ситуация показывает, да. А сколько у нас по вашему банку примерно сколько это? Ну, допустим, 100% это ваши, заемщики. Да, 100%, процентов 5-4. Вообще на российском уровне где-то примерно 10% это долги. Вообще, это я имею в виду в России такая статистика есть. 10% это те люди, которые, в общем-то, должны банкам, наверное, миллиарды, да? Или сколько? Не такие большие суммы, я откровенно скажу. По Росбанку, например, где-то около 5-4% это доля просрочки. Которая она рабочая. Остальные все очень такие добропорядочные, как сказать, да? По поводу 10% скажу, конечно... хотя, смотрите, банкрот, это извините, да, это очень нетактично и некорректно. Ни в коем случае нельзя говорить, что это люди, которые получилось так. Никто от этого не застрахован. Я дополнительно хотел сказать, что это банкротство, это крайняя мера. Абсолютно крайняя мера, если человек вообще не может работать, не может найти никакого трудоустроиться, или же имущества никакого нету. А в любом случае любой банк идет навстречу клиенту, дает реструктуризацию, продление срока, уменьшение платежа. Все-таки банки идут на реструктуризацию, банки уже потому что некоторые идут. люди жалуются, говорят, вы знаете, невозможно просто банки Нет, если человек сразу отдают коллекторам. Нет, это не вполне правильно, да, потому что всегда банки идут навстречу первоначально, когда Во всяком случае, наверное, ваш банк. в Росбанке точно идут навстречу, но я вам не могу сказать про банков мелких, которые рисковые операции проводят, да, но в большей части в крупных банках всегда идут навстречу. Определяется индивидуальный график погашения, если человек потерял работу, тогда мы отменяем погашение основного долга, да, только проценты частично платят. Поэтому всегда банки идут навстречу, если человек попал в сложную ситуацию, потерял работу, да, или же скажем так, плюс к этому человек... Но смотрите, эта реструктуризация, она как подразумевает? Этот человек будет меньше платить и того, или же, значит, у него, все он должен вернуть вам получается, как сказать, если человек потерял работу, он может устроиться же на работу, да? Да. То есть это получается, что он попадает в долговую яму к вам вообще на всю жизнь? Нет, почему на всю жизнь-то? Просто период, когда есть осложнение, мы даем каникулы определенные, да, скажем так, по оплате процентов. Потом же он все равно устроится, найдет работу и будет платить уже стабильно. То есть вернуть надо будет до копейки все, как было написано первоначально в договоре. ПНУ можем отменить. Все же моменты есть, которые можно регулировать. Потому что основной долг, он и процент, она не такая сумма большая. В основном это пеня. Василий Васильевич, понятно. Скажи, пожалуйста, но все-таки, как вы думаете, просто как человек, давайте, не как банкир, а как человек, что бы вы посоветовали гражданину, допустим, который попал в очень сложную финансовую эту ситуацию, да, все-таки объявить себя банкротом или же все-таки постараться прям с банком как-то Я бы посоветовал реструктуризацию, потому что если банкротство окончательное, да, потом он в будущем никогда не сможет взять кредит. Почему это? Закон говорит, что 5 лет можно, потом по новой можно взять кредит. Понятие, да, но все-таки есть кредитная история, которая она сохраняется у человека. За человеком это же тянется, и кредиторы всегда будут смотреть на это. Черная метка, да, какая-то? Будут смотреть на это как фактор, да, определенный. И нет никакой гарантии, если что через 5 лет он сможет взять, а может и не взять, да? Это же такое. То есть это по жизни Да, а вообще по закону вы же не имеете права, наверное, отказать все-таки человеку? Имеется в виду, закон же определяет общие параметры, а решение выдавать кредиты, не выдавать кредиты уже каждая компания сама определяет. Каждый банк сам определяет. Вообще вас в банке не поймешь. Иногда бывает так, что человек вроде всю жизнь аккуратно все оплачивает, и бывает, что и досрочно все оплачивает. Просишь кредит, а тебе говорят, нет, мы не можем вам дать кредит. Вы не наш человек. Нет, это от политики банка зависит. Когда платишь, плохо. Не платишь, опять-таки плохо. Где же золотая середина-то? Имеется в виду, это же каждый случай индивидуален. Нельзя же Понятно. А вы как думаете? Александр Петрович, все-таки объявить себя банкротом и стать, как говорится, человеком таким, в банк уже не ногой, да? Или как? Или как-то постараться все-таки обойтись без этого дела?
Ну, я бы сказал так, все-таки, когда у человека, как говорится, безвыходное положение, воспользоваться надо, я рекомендую этим законом, потому что в дальнейшем, на 5 лет, будем говорить, трудности будут в получении кредита. Некоторые там еще есть моменты, руководящие должности, в течение 3 лет должник не будет иметь права занимать. Но все-таки после... Ведь как может получиться? Первая стадия банкротство, реструктуризация, будем говорить, утверждена. Вот имеется в виду, да, вот смотрите, если реструктуризация, то человек будет должен вернуть все, опять-таки, по кредиту, да, кроме пеней, может быть, штрафных каких-то дел, да. А вот если банкрот, то там все-таки поменьше, да, ему придется возвращать. По поводу реструктуризации. Все это должно, так сказать, финансовый управляющий должен этот план реструктуризации составить, утвердить кредиторами. Они там примут, не примут, тут я как-то за них не могу сказать. Допустим, приняли они. Максимально, да. Затем далее это все предъявляется арбитражному суду, который утверждает этот план. Максимальный срок 3 года. В первую очередь, этот план должен основываться на доходах гражданина, должника. Потому что если нет доходов, тут какая может быть реструктуризация, если нет у него доходов? Все у него справки там из биржи труда, что он стоит и так далее. Случаи у должников разные могут всякие быть. Далее второй шаг какой? Признание банкротом, то есть реализация имущества, если и таковая имеется. Допустим, что-то у него есть там. Но опять-таки закон говорит о том, что нельзя отбирать последнее жилье, единственное. Да, в этом случае, да, естественно, последнее нельзя отбирать имущество, и то имущество, которое, согласно гражданского, по гражданскому кодексу, не отбирается, не изымается у него, то есть там перечень есть этого имущества, но, во всяком случае, что-то у него должно остаться. Допустим, что-то у него нашли то, что, не является предметом первой необходимости, например, тот же автомобиль. Да, и то имущество, которое находится в ипотечном залоге. Это безоговорочно выставляется на реализацию. Вот так вот. Да, допустим, реализовали имущество, которое нашли, но его оказалось недостаточным для удовлетворения всех долгов кредиторов, то в этом случае уже следующий шаг этой процедуры, то есть сумма невыполненных обязательств будет считаться погашенной, а обязательства по погашению долга сняты. То есть это плюс для должника в том, что не будет этот долг висеть пожизненно и не знать, и не будет он знать, что с ним делать. Все, что смог, оплатил, с него все обязательства потом сняты, и он все, как говорится... Жизнь начинается с чистого листа. Вот в этом есть плюс. Да, все проблемы сняты. Хорошо. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, если, допустим, человек, должен вам какую-то некую сумму, да, и таких людей очень много. Скажите, вы как банк, вы можете поднять ставки какие-то процентные потом, или как за счет... У вас же будут, убытки, что ли, вы же несете как банк, да? Или они будут списаны, эти долги, за счет этих банкротов? Все равно если человек выходит на просрочку, банк уже создает резервы. Это уже, уже расходы банка. Поэтому, если в стадии банкротства банк просто будет списывать эти задолженность. То есть, в принципе, финансово как-то особо банки не будут страдать, да? Потому что в основном эта проблема будет просрочников. Кто вышел на просрочку. А процентные ставки людям остальным те, которые аккуратно платят? Это сложно сказать, потому что это же прогнозирование все-таки. Ну что, дорогие друзья, мы попытались как-то посмотреть на этот закон, его плюсы, минусы. Конечно, времени очень мало. Дорогие друзья, я желаю вам, и мы желаем, да, гостя, чтобы все у нас было благополучно. У вас, дорогие друзья, чтобы финансово мы как-то могли управлять, что у нас в кошельке и в голове, и как-то это все совпадало, и желания совпадали наши, да,
с возможностями. Ну, дорогие друзья, большое огромное спасибо. Приходите к нам еще. Были у нас Александр Петрович Громадский, Громадской, да. Большое спасибо. Всё, спасибо. До свидания. Радио Саха. Первое радио Якутии.